в числе высоконравственный опыт жизнестойкости, который обрел чеченские и ингушские народы в период выселения, в период сталинских репрессий, в годы выселения. Несмотря на тяжелые режимные условия, в которых приходилось им жить и работать, они стремились идти в ногу со временем, сохраняя верность социалистическим идеалам, дружбе народов, интернационалистским ценностям. И в этом мы должны, товарищи, учиться у наших старших отцов и идти по пути дружбы, взаимопонимания и по пути интернационализма. Предстоящий пленум ЦК КПСС рассмотрит вопросы совершенствования межнациональных отношений на новой основе. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение и высказанные предложения найдут в решениях свое отражение. Спасибо. О работе мандатной комиссии сообщение сделает Олег Героев. Подготовиться для выступления товарищ Хамчию Султану, учителю Служебского района, члену комитета НИСАТФО. Товарищи делегаты, состоявшиеся сходы во всех селах и городах Ингушетии, а также в Киргизии и в Казахстане, по выборам делегатов второго съезда ингушского народа вызвали новый подъем трудовой и политической активности народа. Выборы делегатов проходили гласно, и почти весь ингушский народ принял в нем самое заинтересованное участие, тем самым еще раз подтвердив свою верность идеям перестройки. Можно смело сказать, что выборы делегатов на сходах стало всенародным референдумом в поддержку его государственности. Товарищи, мандатная комиссия второго съезда ингушского народа, избранная комиссия 5 человек, проверила полномочия делегатов и представляет на ваше рассмотрение результаты этой работы. География нашего съезда. В зале сидят делегаты и гости из Часа, Грузинской ССР и Абхазии, СОАСов, Киргизии и Казахстана, Азербайджана и Кабардино-Балкарии, из Латвии, Москвы и Новосибирска. В работе съезда принимают участие народные депутаты СССР, товарищи Толпешников, Паргиев, Насигов, Писаренко, Натар, депутат Верховного Совета Грузии. На второй съезд ингушского народа избрано 1010 делегатов, из них присутствует 978. Мандатная комиссия проверила представленные ей протоколы и вносит предложение признать полномочия всех делегатов, избранных на наш съезд, как они получили на сходах, как это требуется, необходимое число голосов участников сходов. Товарищи, мандатная комиссия второго съезда ингушского народа выражает уверенность, что делегаты съезда и дальше активно будут участвовать в повышении трудовой и политической активности народа, в борьбе за демократизацию нашего общества и перестройку, за создание Ингушской автономной советской социалистической республики. Слово для выступления предоставляется товарищу Хамчию Султану Ахмедовичу, учителю Служебского района. Подготовиться товарищу Мудраму Бяксолу Абрашевичу, заведующему городского. Дорогие гости, уважаемые делегаты и приглашенные, Аллай, Ижри, Гажри, Хуаны, каждую строку этого выступления я писал, как говорится, кровью сердца. Это невысказанная боль моя и моего народа. И ради этого, ради сегодняшнего дня стоило жить на свете. Свое выступление я назвал «Помогите пасынкам судьбы». Я не боюсь в чем-то повториться. Народу нужно выплакать и высказать свою боль. Тот сердце в груди не носил, кто слез над тобою не лил. Эти слова великого русского поэта вполне применимы к судьбе многострадального ингушского народа. Вся история маленького, но гордого, свободолюбивого народа
это непрерывная изнурительная борьба за свое существование, за право жить на родной земле, за право любить эту землю, умереть на ней и быть в ней похороненным. Эта неравная борьба за существование на родной земле продолжается по сей день. Ингушский народ, тысячелетиями живший на своей древней родине, сохранивший свой язык, культуру, быт, сегодня на 72-м году советской власти находится на грани духовного уничтожения. Товарищи, я очень боюсь, что многие, в том числе и в руководстве страны, не представляют всех масштабов трагедии, произошедшей с нашим народом. Как бы богат ни был человеческий язык, нет в нем слов, чтобы в полной мере можно было бы рассказать о нашей трагедии. Изверги рода человеческого такое сотворили с нашим народом, что перед их преступлениями меркнут преступления самых кровавых режимов, которые знала история. Высылка целого народа, суровые военные годы, зимой, без теплой одежды, без продуктов питания, без подготовленного жилья была равносильна смертному приговору, но более жестокому и гнусному. Было бы гораздо гуманнее, если бы нас просто перестреляли бы. Наш скорбный путь от гор Кавказа по российской равнине, по бескрайним степям Казахстана усеян нашими костями. Мне было 5 лет, когда нас высылали, но я все хорошо помню. Помню, как умерших и умирающих от начавшейся дороги тифа выбрасывали прямо на перрон на снег. И если кто-либо отваживался выйти из вагона, чтобы отдать последнюю дань умершему, сотворить над ним молитву, присыпать снегом, его тут же пристреливал конвой. И поезд с несчастными людьми двигался дальше в неизвестность. Помню, в вагонах пронесся слух, что нас везут топить в море. Отрешившись от жизни, люди начали неистово и горячо молиться. Нам старики говорили: вы ангелы, вы дети, Бог скорее услышит ваши молитвы. И я хорошо помню, как мы, малыши, подняв ручонки, повторяли вслед за старшими: аминь, аминь. 13 долгих дней и ночей везли нас битком набитых телячьих вагонов, и к концу нашего страшного пути вагонов стало просторно. На станции, как читал, нас высадили прямо на снег, а затем начали развозить по селам на подводах, запряженных быками, за десятки и сотни километров. Это тоже был адский путь. Голодные, больные, легко одетые, обессиленные люди заболевали воспалением легких, а затем туберкулезом. Казахстанская метель, словно из сострадания, накрывала их белым саваном из снега. Те из нас, кто пережил первую зиму, весной начали копать землянки. В условиях Казахстана, где морозы достигали 45 градусов, это скорее были не жилища, а наземные могилы. Много людей нашло могилу у них. Гибли целыми семьями, в том числе герои гражданской войны, воины, раненые на фронтах, всеми тех, кто был еще на фронте. Землянки с умершими накрывало снегом. Их хоронили весной. Хорошо помню такой эпизод, когда в Казахстане погибла семья Чариевых из 12 человек, приехала похоронная команда, чтобы их забрать, и маленький мальчик сказал из этой семьи: дядя, не уноси меня, я еще живой, все равно подохнешь. Подхватил его член похоронной команды и положил в сани. О нашей жизни в концлагерях с пропускной системой, с комендантами я не буду рассказывать, ибо те, кто этого не видел, потеряли бы сон, покой и аппетит. Скажу только, что в ожидании неминуемой смерти люди впрок копали себе могилы. Каждого спецпереселенца, вышедшего за пределы населенного пункта, судили на 25 лет. Человеческий разум не в состоянии воспринять все те жестокости, которые творили с нами. Наконец, мрак долгой 13-летней ночи начал рассеиваться. Умер палач всех времен и народов. И первый вопрос,
который люди задавали при встрече, был: не слышали, когда нас отпустят на родину? Садовые темные. После 20-го съезда партии люди начали возвращаться на родину. Ехали за свой счет, распродав имущество. Многие везли кости умерших родственников, чтобы предать их родной земле. Но на родине нас встречали усиленные наряды милиции и войска. Вдобавок оказалось, что большинству-то ингушей возвращаться по существу некуда. Половина их национальной территории осталась в Северной Осетии. И вот более 30 лет власти, я подчеркиваю, власти СОАСР, проводят по отношению к ингушскому народу политику, которую можно назвать одним словом – геноцид. Неистребимая любовь к родной земле передается каждому из нас с молоком матери. Где бы ни умер чеченец или ингуш, хоронить его везут на родину. Свыше 30 лет ингушский народ ведет неравную борьбу за право иметь родной очаг, за право жить и умереть на родной земле, за дедовские кладбища, которые разграбили нелюди. Строили из надмогильных плит сараи, свинарники и даже тротуары в городе Орджоникидзе. Были разрушены наши вековые башни, аналогов которым нет нигде в мире. Нас лишают права на память. Мы изгои на родной земле. До какого нравственного падения нужно было дойти секретарю Северо-Осетинского обкома Конию, чтобы назвать нас некоренным населением на собственной родине? Конии в первую очередь враг осетинского народа. Можно на время отравить сознание народа, оболванить его, но рано или поздно народ поймет, что Кониевы, Кабуловы, Абхазцевы, Куловы – это прежде всего враги осетинского народа. Товарищи, свыше 30 лет любовь к отеческим гробам объявлялась национализмом. Разве право иметь родину не элементарное человеческое право? Разве звери и птицы не любят свою родину? Над распятым и воскресшим ингушским народом продолжается моральное глумление. Разве может дерево жить без корней? Разве может человек жить без родины? Нас лишают права на память, уничтожают наше прошлое, чтобы у нас не было будущего. И нет в природе такого преступления, которое бы не совершили против нашего народа. Нашу маленькую родину Ингушетию рвут на части, отрывают от живого организма куски во имя, как нам пытаются внушить, интернационального воспитания. Ореол существования маленького народа все время уменьшается. В течение многих лет газета «Грозненский рабочий» во главе с Безуглым ведет настоящую войну против ингушского народа, оскорбляя национальное достоинство нашего народа, сыпет соль на его кровоточащую рану. Родина у человека только одна, и преследование людей за любовь к ней, к своей истории, культуре античеловечно. Помните у Есенина: «Если кликнет рать святая, брось ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Товарищи, мы ведем борьбу за право быть самим собою. Мы не хотим попадать в Красную книгу. И сегодня мы убеждены в том, что действительно вопрос об ингушской автономии – это вопрос жизни и смерти для ингушского народа. О каком правовом государстве может идти речь, если в отношении нашего народа не будет ликвидирован сталинско-бериевский произвол? Очернить историю можно только ложью, правда ее возвышает. Наш уважаемый гость из Северной Осетии
напомнил здесь слова Горбачева про плуг. Но мы с вами помним, как сталинский плуг перепахивал наши жизни, наши души, наши сердца. И эта несправедливость должна быть исправлена. Мы хотим жить в мире и дружбе с нашими соседями осетинами. Но мы не хотим покупать ее ценой нашей Родины. Братство! Несправедливости не утверждается. Мы выступали и выступаем только за парламентский путь решения ингушского вопроса. Но это не говорит о нашей слабости. Ингушская земля всегда была родиной мужчин, но не рабов. И мы это не раз доказали в нашей тяжкой истории. И не случайно у нас не было князей крепостного права. Ингушские матери еще не перестали рожать мужчин. У нас выросло новое поколение, непуганное, непоротое, грамотное, умное, и оно добьется своих законных прав. И нет для истинного сына ингушского народа более скорбной участи, чем видеть поруганную часть родной земли. Сегодня мы слышим зов наших предков, чьи могилы осквернены и разграблены в Северной Осетии. Мы слышим зов наших отцов, матерей, братьев, сестер, чей прах покоится на земле Казахстана, умерших в ссылке от голода, холода, болезней, съеденных вшами, с единственной мечтой быть похороненным на родной земле. Пепел их сожженных душ стучит в наши сердца. Но гости, тахана, царсинош бейцды, мацал шил ходил мелбреничар, там царь охвейт, вейдай мох, мыбыт. Именем миллионов жертв беззакония и произвола, именем заживо сожженных, расстрелянных, замученных, именем невинно убиенных младенцев наших в Грозненской больнице после нашей ссылки. Мы обращаемся ко всем, в ком есть чувство сострадания, гуманизма и милосердия. Люди, помогите пасынкам судьбы.
такой запиской. Крайне удивляет отсутствие трансляции по радио и телевидению столь важного для народа форума. Сделать все возможное оргкомитету для трансляции хотя бы второго дня съезда невозможно. Возможно, то есть. На улице сейчас есть, да, поскольку в зале присутствуют люди, официальные руководители республики, которым решить эту проблему просто, я прошу уважить просьбу Народного съезда Ингушского. Товарищи, я прошу вас укладываться в регламент, потому что выступающих очень много, и я бы хотел, чтобы люди выступили как можно больше на этом съезде. Слово для выступления представляется товарищу Музарову, подготовиться товарищу Жабарову. От имени чеченского народа приветствую и поздравляю ингушский народ с открытием и работой второго съезда ингушского народа. Исключительно долгий путь прошел ингушский народ от своего первого съезда до настоящего съезда. Этот путь усеян трупами лучших сынов Ингушетии, лучшими дочерьми Ингушетии. Страдания, неимоверные страдания, не описаны никакой исторической науки, ни одни поэты. Все эти страдания выпали на долю чеченского и ингушского народа. Чеченские и ингушские народы, проживая на данной территории тысячелетия, мужественно, храбро, мудро хранили эту землю. Они его хранили от гуннов, сохраняли независимость при татаро-монгольском насильстве. Тамерланы и других известных бедствий, которые падали на наши народы. Мы выходили достойно из этого. И когда пришла советская власть, в лице комиссаров Ленина, дающие нам землю, свободу, соблюдение наших обычаев, наши отцы и деды взялись за оружие и стойко, мужественно, не щадя своей жизни, защищали и пали на полях сражений. На первом съезде и втором съезде перских народов Асламбек Шарипов и Гапур Ахилов первым в своих словах заявляли, что чеченские и ингушские народы притеснены царским правительством. Поэтому, когда туда обрушилась на наш край добровольческая армия, которая стремилась восстановить монархическую систему, революционные народы Чечни и Ингушетии как один поднялись и создали бастион несокрушимости на Северном Кавказе. Которое сразу же после смерти создателя нашего
вернемся на родину. И Никита Сергеевич Хрущев, как рассказывают народы, один из наших военных пробрался после его отстранения от руководства страной и как-то поблагодарил Никиту Сергеевича за то, что он проявил закон о возвращении. Он сказал якобы так: я был один из тех, который голосовал за восстановление. Вы, молодой человек, лучше поблагодарите свой народ, который как дивизия села на транспорт и переместилась на свою родину. Первый очередь благодарит свой народ. Мы с вами внимательно следили с надеждой, с восхищением за работой первого съезда народных депутатов. И когда поднимались депутаты, и так, и этот обыгрывали проблему НКО, то каждый чеченец, каждый ингуш думал: о Боже ты мой, какие страшные раны у нас есть, и никто их там не поднимает. Мы разделяем горе, страдания соседей, других народов, наученные страдать. Мы близко воспринимаем горе и боль любого человека, его человеческое достоинство. И никогда ни чеченец, ни ингуш не посягнут и не позволят в своем присутствии посягать на человеческое достоинство, национальное достоинство любого народа. Для наших народов это святая святых. Уповать на то, что эти народы, чеченцы и ингуши, многотерпимы, что их можно это и так обманывать, вводить в заблуждение, выдвигая из этой среды людей недостойных, ориентированных только на чревоугодные дела, и отстранять людей, способных отвечать нравственно за свой народ, днем и ночью думать о благе своего народа, обрушивать на эти народы беспрецедентный шквал, волна за волной, фальсификацию, ложь. Все на этих землях, где мы живем, фальсифицированные семена. Мы растем, мужаем и надеемся в этих условиях. Нельзя строить счастье на несчастье другого народа. Дали нам завет, и мы храним. Мы всегда будем защищать, где бы ни было, правду, истину, свободу, человеческое достоинство. И завершая, я хотел бы со всей определенностью, выражая мнение всего того, что есть честного в Чечне, в чеченском народе, заявить: решение ингушской проблемы острой, неотвратимо необходимо решить его, не откладывая, без проволочку, без уловок, решить конструктивно. Первое. Предоставить ингушскому народу государственный суверенитет. Ни в коем случае не думать о том, что предоставление суверенитета без возвращения исканных земель пригородного района городом Орджоникидзе ингушскому народу вопрос не будет решен. Товарищи,
товарищу Гафарову Василию Гафаровичу, представителю крымских татар. Подготовится товарищ Даскиевич Дербетхан, 1940 года рождения, селение Ангуш. В Крыму мы имеем 60 тысяч человек, а нас 700 тысяч. Пока съезд депутатов за нас, но правители не за нас. В 1988 году решением советского министра СССР Рыжкова было написано: крымским татарам разрешается переехать на 5 районов, а сами запрещают. А это называется подготовка Крымской автономной республики. Еще одна маленькая справка. Крым может накормить 4,5 миллиона населения. Если крымские татары вернется там, всего будет 1,5 миллиона. А пустили слов о том, что мы, крымские татары, хотим лишь только крымские татарские автономные республики. Вранье! Мы хотим восстановить указ Ленина-Калинина. Там сказано: автономная республика для всех живущих в Крыме. Поэтому вам лишь не желаю. И желаю нам, мы, единые крымские татары, вас поддерживаем. Так, товарищи, я хочу вам зачитать записку народных депутатов. Так, уважаемые товарищи, в связи с огромной важностью и значением второго съезда ингушского народа и необходимостью гласности в этом вопросе, просим вас организовать на завтра, 10 сентября 1989 года, прямую трансляцию работы съезда по радио и телевидению. Народные депутаты СССР. Арсений, Фавдеев и еще двое товарищей, я тут не разбираю. Толпезников и Яушев. Повод для выступления предоставляется товарищ Даскиевой, Дербетхан, селение Ангуш. Подготовится товарищу Бисултану Хожахмету, представителю Народного фронта Чернигівського. Простите, председателю Народного фронта Чернигівського. Дорогие товарищи, я от имени всех ингушских женщин приветствую второй съезд ингушского народа за 70 лет советской власти и всех гостей съезда. Советский Союз – наша общая многонациональная родина. Но у каждого народа есть и малая родина, без которой невозможно существовать. Это родина, где испокон веков проживали твои предки. Но на сегодняшний день ингушский народ лишен этой родины. Если бы сегодня был жив наш Ленин, он бы не допустил эти унижения над ингушским народом, который при своей жизни назвал Красной Ингушетией. Да, у нас была родина, была автономия, но у нас ее отняли. В годы революции ингуши одними из первых на Северном Кавказе стали в защиту за власть Советов. Ингуши стояли насмерть с Деникиным. Белогвардейцами были сожжены целые села. Были уничтожены погибло много ингушского народа.
И вместе с ними и ингуши, то есть и русские женщины и дети. В Отечественную войну наравне со всеми народами СССР ингушский народ сражался на фронтах, на всех фронтах и отличались своим мужеством, сильным духом и боевой готовностью. Но награды они получали мизерные, а то и вовсе нет, потому что они по национальности писались ингуши. Награду они получили за это высылку из своих родных мест. У Сталина были далеко идущие планы, и Сталин начал их осуществлять вместе с Лениным и со своими окруженцами. Они начали уничтожать самых лучших ветных деятелей и целые народы. И вот на ингушский народ, как и на другие народы СССР, нагрянули черные тучи 23 февраля 1944 года сталинского бережского геноцида. Не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей, нас как скот загоняли в товарные вагоны, без пищи, без одежды, без воды и без огня. Нам не давали ничего брать с собой. Голодных и больных нас везли неведомо куда, чтобы мы там умирали, и нация, чтобы не существовала, чтобы стереть с лица земли. Я очевидец того времени, мне не было и 4 лет, но эта страшная картина осталась передо мной на всю жизнь. Слезы наших матерей, стариков и детей, а тех, кто не мог уехать, по болезни или в постели лежал, тех расстреливали на месте. На этой длинной дороге многие умирали, старики, дети, женщины. Их хоронили прямо в снегу. И вот так по всей стране разбросаны кости моего народа. Там, в Казахстане, от холода и типа половина ингушей умерла. Но благодаря людям, которые проживали там, русские, немцы, украинцы, поляки, оставшиеся ингуши выжили. Эти люди приютили, согрели нас, делились последним куском хлеба. Спасибо им за эту доброту. Но не сбылась сталинская бережская мечта. Народ выжил. В 1957 году, как и всем другим народам, нам разрешили выезд на родину. Но где она, наша маленькая родина? Где красная Ингушетия? Где наши отцы и деды сложили свои головы за революцию? За что же они сражались, если на сегодняшний день мы оказались у разбитого корыта? Нас по приезду не пускали в свои дома, в свое село, выгоняли. Я уроженка Сенатарская, Ангушка. Мне было тогда 17 лет. Мы вынуждены были покинуть свое родное село и свой дом. И вот так, до сегодняшнего дня мы не можем проживать в тех местах, где мы проживали веками. Наш народ разбросан по всему Союзу. Мы не можем развиваться наравне со всеми народами. Мы скоро потеряем свою нацию, культуру, историю, традицию. Чтобы сохранить все это, нужно восстановить нашу автономию по нашим исконным границам. Сегодня хорошо, нас чеченцы приютили. Спасибо им за это, но завтра им это надоест. И они попросят нас, скажут: погостили, спасибо, живите себе. А тут осетины. Нас гонят со своей же родной земли, считая нас своими гостями. Нам надоело быть гостями у осетин. Пусть теперь осетины будут нашими гостями, как и прежде были веками. Говорят, дружба соседей. Конечно, дружба. Кому не нужна дружба? Мы все хотим дружбу с Осетией и со всеми народами. Но когда на наших... Мы сегодня, проживая у осетин, как они считают нас гостями, на своей же родной земле, не имея равные права с осетинами, о какой дружбе мы можем говорить сегодня? Пока ингушская автономия не будет восстановлена, о дружбе с Осетией и речи быть не может. А как восстановят?
народное. Если бы с вами, осетинами, случилось бы подобное, ингуши бы пошли вам навстречу и поддержали бы вашу справедливую просьбу. Да еще бы извинились. Мы сегодня не можем говорить о перестройке, так как не имеем свою автономию и не можем развиваться наравне с другими республиками. Мы, ингуши, полностью поддерживаем резолюцию Ильича Горбачева. Мы за перестройку, мы против межнациональных конфликтов, мы за мир и дружбу между народами. А для этого нам нужна ингушская, советская, социалистическая автономия с центром города Орджоникидзе. Мы обращаемся к Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Верховный Совет СССР с просьбой от имени всего ингушского народа о восстановлении нашей ингушской автономии по нашим исходным границам в составе РСФСР. Слово для выступления предоставляется Гаджике Султанову Ахмеду, председателю Народного фронта. Заместителю главного инженера управления строительства Северо-Осетинский строй. Я, как председатель Народного фронта Чечен-Ингушетии, давно пытаюсь выпустить бюллетень Народного фронта Чечен-Ингушетии. И вот пытался я написать вступительное слово к этой работе. И там, в частности, я писал: для ингушского народа я сделал очень мало. Я ничего не сделал. Но ингуши считают, что я что-то сделал для них. Они меня за это благодарят. Тот народ, который знает, что для него что-то доброе сделали, который об этом помнит, и тем более, который за это благодарен, это, безусловно, великий народ. Я, в свою очередь, благодарю всех ингушей, которые сегодня так тепло меня встретили здесь. Я этого не заслуживаю, и говорю это не из ложной скромности, а потому так говорю, что хотел бы сделать как можно больше, но заверяю некоторых людей, что делаю все возможное от себя, не для того, чтобы быть в глазах ингушей хорошим мальчиком, или в глазах Грузии хорошим человеком. Нет. Я только думаю о том, чтобы мы, народы Северного Кавказа и Закавказья, наконец-то поняли, что мы братья не только по словам, но и по крови, по историческим корням, по культуре, по обычным традициям. Я призываю ингушей, я призываю чеченцев, я призываю осетин. Мы должны сделать все, чтобы ни одна капля крови не пролилась между нами. Ни одна капля крови. Нам на этой земле делить нечего. То, что дано Богом, мы должны с благодарностью принять и беречь. Это долг человека, ответственного перед Богом.
недавно ездил в Грузию по приглашению Грузинского народного фронта и таких известных национальных авторитетов, как Звият Гамсахурдия, Надар Натадзе, Иракли Шингелая и многие другие. Ездил потому, что всегда с теплом относился к Грузии. Я так относился к Грузии потому, что к этой Грузии так относится чечено-ингушский народ. Грузинских товарищей я выступил по грузинскому телевидению и сказал однозначно, что чечено-ингушский народ не стоит на позициях только абхазцев или только грузин. Мы с обоими народами были и будем. Мы ищем мира. Мы не хотим, чтобы вокруг нас был создан лагерь враждебных нам народов. Нам нужны братья. И там же мы выступили с инициативой о создании Всекавказского сейма кавказских народов, который будет решать политические вопросы, являющиеся общими для нас всех. Между нами всегда бивали клин. И сейчас среди нас появились провокаторы, которые продолжают делать это грязное дело. Если в Абхазии и Грузии произошла конфликтная ситуация, кризис в их отношениях, то мы должны призвать и призываем оба народа подумать хорошо, кому это выгодно. Когда ссорятся два народа, выгоду от этого имеет только третья сторона. Когда ко мне обратились ингушские товарищи, друзья, братья, и попросили помочь выдвинуть депутата СССР, ингуша по национальности, человек, который я до этого не знал, я прочитал его работу, которую он написал, узнал о его биографии и, не задумываясь после этого, принял предложение. Я знал, что Фаргиев Хамзат поставит вопрос об автономии Ингушетии. Я это знал в самом начале. Зная это, я, тем не менее, отвечал чеченцам, которые меня спрашивали на митингах, которые мы проводили в связи с выдвижением Фаргиева, правда ли, что ингуши будут отделяться от нас? Как вы себе это представляете? Вы что думаете, что ингуши возьмут свою землю, дома, постройки, положат в мешок и переедут в Северную Африку? Как жили веками, так и будем жить. Да, наши предки говорили, вала мог, ночи мог. И ничего от этого дурного не имели, плохого не имели. Я не думаю, что умнее предков наших. Может быть, во многом мы уступаем им. В разуме стали уступать. В здравом смысле уступать. Предки могли жить, а мы теперь не хотим жить. Так нас исказила вот эта политика, которая называется почему-то национальной, а является на самом деле антинациональной. Что думаем, не дай Бог, если мой брат отделится отдельно, хозяйством будет жить, что он меньше станет братом, что ли? Наоборот. Коммунальные условия для чеченцев и ингушей неприемлемы. Я вполне солидарен с ингушским народом. Ингушский народ имеет право на свою автономию. Это право принадлежит каждому народу на этой земле. И Москва, которая слезам не верит, словам не верит, наконец-то должна услышать голос народа.
Когда один из умников написал письмо «Комсомольское племя» и спрашивал, а как будет проводиться граница между Чечней и Ингушетией, я ответил просто, может быть, до примитивности просто. Два умных народа всегда договорятся. Мы проведение границы между Чечней и Ингушетией не поручим бюрократам, статистам, партократии. Мы это отдадим народу. Я очень много хотел бы вам сказать, но время ограничено. Вы устали. Я полагал, что я завтра буду выступать на свежую голову, свежие силы. Завтра можно. Если президиум мне даст слово, я завтра с удовольствием выступлю. Я хочу с этой трибуны обратиться к чеченскому народу. Не поддавайтесь на провокации. Не считайте, что Ингушетия отделяется от нас. Отделение, я еще раз подчеркиваю, подразумевает разрыв всех связей. Между нами разрыва связи не будет. Я еду в Ингушетию, и тепло там бывает принят. Также будут приняты все чеченцы. Мы должны понимать друг друга, стремиться к взаимопониманию, к любви. Мы должны все то, что мешает нам жить нормально, исключить из нашей жизни. Пусть это, что мешает, даже называется КПСС. Ингушетия обретет свою автономию, когда крымские татары обретут свою автономию, немцы и все другие народы, лишенные права на свой дом, мы с вами будем иметь настоящую демократию, и ее мы не отдадим никому. Заместителю главного инженера управления строительства Севаситинстрой. Подготовиться товарищу Евлоеву Ахмеду Альбертовичу, пенсионеру-юристу. Простите, Ильбускевичу. Дорогие гости, дорогие соотечественники, долгие годы ингушский народ от первого съезда шел ко второму. Долгие годы, 50 лет, наш народ, лучшие его представители не кладут, не садятся и не спокойно не спят. Наши представители в те суровые годы обивали пороги государственных учреждений и партийных организаций. Они обивали все годы репрессий, после репрессионные годы. И вот уже больше года, как одна делегация за другой выезжает во все наши центральные органы, просят решить на справедливой, правовой, конституционной основе свой национальный вопрос. Идрис
Базоркин образно ответил, что мы имеем сегодня. Ничего. Все эти инстанции получили наши бумаги, где изложены наша боль, наши страдания и наши просьбы. Однако на сегодняшний день ни на одном уровне, ни одному конкретно человеку, ни одной комиссии решение нашего вопроса не поручено. Хотя существуют и комиссии Верховного Совета, и СССР, и РСФСР, и имеются там подкомиссии. Конкретно подчеркиваю, повторяю, наш вопрос сегодня никому не поручен на рассмотрение. Я это должен был сказать от имени нашего оргкомитета съезда и от имени Совета НИСХО. Но бумаги и наши просьбы дошли. Реакция есть. Многие делегации приняты и с нами вели на дружественных нотах теплые, продолжительные беседы, разговоры. Делегации изложили всю проблему в полном объеме. Надо сказать сегодня, и было бы неправильно не сказать, какова реакция на наше движение и какие сегодня, мы встречаем препятствия на своем пути, на пути получения своей национальной государственности. Я прежде всего хочу сослаться на такие моменты. С одной стороны, мы идем мирным, тихим, просящим путем. Я подчеркиваю, просящим путем. С этой трибуны сегодня об этом говорили, что мы не должны просить. Тем не менее, все, что мы до сегодняшнего дня сделали, это просьбы. И ответ был, что мы пока, на практическую платформу решения этих вопросов сегодня еще не вышли. Мы идем мирным путем, просящим. Делегации уезжали, возвращаются. Никаких здесь бурных ни дебатов, ни выступлений, ни демонстраций, ни забастовок, ни одного акта, который бы перечил интересам других народов, и нашего народа в том числе, никакого акта на сегодняшний день не было. Не было этих актов в истории нашего народа. Вы помните события 1972 года, 1973 года. После этого были серьезные события в Северной Осетии. Черменское дело. Об этом здесь говорили, я не буду подчеркивать. Повторяю. Давай, повторяй. Товарищи, ведите себя как следует. Вы же, в конце концов, делегаты съезда. Я не буду повторять сути дела. Я говорю о том, что вокруг этого дела была развернута настоящая кампания, когда лучшие представители нашего народа вынуждены были идти и вот с этой трибуны говорить, что это преступление сделал ингушский народ. И нельзя говорить, не сказать об этом сегодня отдельным товарищам. Я поэтому говорю, я назову ниже их имена и назову адрес вопроса. Тем не менее, это дело, вокруг этого дела мы вели себя спокойно. Ни одного акта недружественного к осетинскому народу ингушский народ не проявил. В том же году, в 1981 году, об этом здесь говорилось. Ни один из сидящих, ни один представитель ингушского и осетинского народа, могу сказать, не видели эти события, как я видел. Я не буду об этом говорить. Но хочу сказать, что все, что изложено в наших обращениях и словах из доклада и других жалобах, там часть только правды. Сегодня вы слышали с этой трибуны из уст уважаемого нами Тимир-Султана Тимир-Булатовича Худалова, что все наши требования и так называемые притязания, как он здесь выразился,
выставляются экстремистами. Он не сказал второе выражение, провинциональными националистами и так далее. Товарищ Кудалов, я мог бы процитировать полностью документ, из которого вы брали эти выдержки. Прибавить к вам товарища Тотрова. Прибавить к нему десяток других имен, в том числе героев Советского Союза, адмиралов флота, докторов наук, учителей, депутатов, народных депутатов СССР. Но я этого делать не буду. Если бы это было сделано до вашего выступления, вы бы с этой трибуны не выступали. Я хочу сказать этими вещами и Тимурбулату, Султану Тимурбулатовичу и Казбеку Японовичу, первому заместителю председателя Совета министров Северной Осетии, о следующих фактах. На границе Назрановского и пригородного районов на оживленном перекрестке был знак «Воткнутый меч». Благодаря требованиям отдельных товарищей, не народа, не даже района, не даже коллектива, а нескольких товарищей, этот меч был убран. Другая оживленная трасса. Сегодня на трассе на перекрестке Назрань-Кантышева, Орджоникидзе-Мостов построена остановка, и там слова: «Не смеют силы темные, не смеют крылья черные над Родиной летать, не смеют силы темные поля ее топтать». Тут перед нами люди высокой эрудиции, высоких нравственных начал, и они могут понять, кому адресовываются эти слова, кто враг и чьи поля этот враг сегодня топчет. Казбек Японович, я был на Черемерском митинге, вы были на другой день у Святого Куста, например, на таком митинге. Мы возложили венок, мы после себя убрали поле, венок памятнику Ленина, который не пролежал и суток. Молодчики с того второго совещания его ночью увели с этого места. Можно было бы и другие примеры привести. Сегодня по улицам города Орджоникидзе когорты машин под аланскими флагами демонстрируют силу. Сегодня у Селина Орджоникидзе муссируются слухи про нашего земляка, про вашего земляка Руслана Аушева. Гнусные слухи. Я об этом имел беседу с секретарями обкома партии, но та информация, которая вышла в соцсети, не снимает это грязное пятно с нашего соотечественника, с нашего единственного героя, который носит сегодня звезду героя. Мы просим снять эту грязь. Муссируются слухи, что из Афганистана в гробах пересылалось оружие в Ингушетию. Товарищи соблюдатели, вы уважаете себя прежде всего. Ни один народ не прощал ни унижения, ни издевательств над отцом или матерью. Я вам должен сказать, говорю словами вас, ваших товарищей, ваших ученых, Тимир-Султан Тимурбулатович, словами, выдержками из газеты «Соцсетия». Аланы, осетины, не аланы.
осетины – субстрат аборигенов с аланами, с остатками аланских племен. И ни один сегодняшний осетин не может сказать, чья кровь в его жилах течет. То ли отец, то ли мать из аборигенов. Я к чему это говорю? Есть нравственное начало. Я выше об этом говорил, что никто не прощает. И народы не прощают никому, кто выклещивает вот эти нравственные начала. Это дело историков, они разберутся. Разберутся. Ваши историки не так понимают все. Вы наша кровь. Кровь субстрат аборигенов и остатков племен аланских племен. Оскверняя наши кладбища, вы оскверняете память своего прародителя. Унижая их, издеваясь над их потомками, вы унижаете себя прежде всего. Я это адресую тем молодчикам, которые, вывешивая лозунги в 1981 году «Долой ингушей», сегодня с аланскими флагами и разъезжают по населенным пунктам, кто втыкает этот меч и кто пишет вот эти слова на стенах остановок. Я это адресую прежде всего к ним, не к осетинскому народу. Среди осетинского народа, с его руководителей, среди его руководителей сегодня мы находим понимание. Последнее только время первый секретарь Северо-Осетинского обкома несколько раз сумел нас принять, и он с пониманием подходит к этому вопросу. И перед приездом сюда мы такую же беседу вели. Но есть силы. Мы хотим сегодня предупредить, опомниться. И прежде всего дать это понять надо вам, Тимир Булатович, тем силам, которые стоят за институтом, за учеными, за героями, которые хотят вот такие вот пасквили выдумывать, и руководству республики. И мы никому не позволили, об этом здесь говорили, чтобы кто-то издевался над другим. В 19 году с первого съезда ингушского народа ингушский народ уходил куда? На войну. Со второго съезда мы не идем на войну. Ни на осетинский народ, ни какой другой. Мы будем с теми, кто идет на защиту своих прав. С любым народом. Это наше твердое. Мы призываем к этому. И об этом свидетельствуют аплодисменты. Я вот сколько времени еще надо? Все, я заканчиваю. Мы со второго съезда идем в бой на бюрократию, на тех, кто не внемлет нашим просьбам сегодня. И заканчивая, я хочу сказать, нам 19 августа предложена платформа о национальной политике на современном этапе. Это документ, который в основном решает все те вопросы, которые мы поставили. Мы подготовили редакцию своих замечаний к этой платформе. Самое основное наше замечание – это соединить эту платформу с постановлением ЦК о дополнительных мерах по реабилитации репрессированных граждан и добавить туда и репрессированных народов, в котором решаются вопросы компенсации и материального, и морального ущерба. И еще раз разрешите мне закончить призывом. Призывом идти на дружбу, идти на взаимопонимание, идти на разговор, на диалог со взаимным уважением, с пониманием, как этого требует сегодняшний день и наша политика.
Товарищи депутаты и приглашенные, время, отведенное сегодня по регламенту, у нас истекло, но учитывая многочисленные просьбы и заявления товарищей, присутствующих здесь, я просил бы, если вы не возражаете, еще на 1 час продлить сегодня выступление с тем, чтобы завтра облегчить нам эту работу и своевременно завершить работу съезда. Опустите руки. Кто против? Единогласно. 1 человек. Слово для выступления предоставляется Таирше Евлоеву Ахмеду Эльбускевичу, пенсионеру, юристу. Подготовиться товарищ Евкуровой Азе, Энгуш, пригородный район. Товарищи, я вас очень прошу укладываться в регламент и поменьше эмоций. Уважаемые товарищи делегаты, дорогие гости нашего съезда, величайшим несчастьем, невиданным масштабом трагедии для всех народов нашей страны обернулось неисполнение завещания Владимира Ильича Ленина, его соратниками, о смещении с поста генсека ЦК Сталина, который он оставил незадолго до своей смерти. Того Сталина, который, сделавшись в апреле 1922 года генсеком ЦК, еще при жизни Ленина сумел постепенно, шаг за шагом, сосредоточить в своих руках необъятную власть, делая первые серьезные шаги к установлению личной диктатуры. Вопрос смещения Сталина с поста генсека Ленин, как известно, придавал очень большое значение с точки зрения сохранения единства партии, предотвращения раскола в рядах партии, недопущения в стране диктаторской власти. Соратники Ленина и прежде всего Каменева и Зиновьев, применяя различные нечестные приемы на съезде партии, дали возможность Сталину сохранить кресло генсека, оставив завещание невыполненным и тем самым взяли на себя тяжелейший грех перед партией, народом и ушедших из жизни войны. Что транслирует это мне? Сталин, обладавший большим даром подлости, коварства, обмана, ловко воспользовался таким оборотом событий. Постепенно подвинул до щити ленинизма, отошел от него, совершил антиленинский государственный переворот с установлением репрессивно-террористического режима и начал уничтожать советскую единство. Первый очень тиран ликвидировал всех соратников Ленина и великий всех обвинили с первых тех, кто игнорируя ленинские завещания, помог ему остаться на посту генсека. Затем создал вокруг себя преступное окружение из числа беспринципных полулюдей, потерявших честь, достоинство, мужество, став пользоваться их услугами в творимых злодеяниях. В этом антинародном репрессивно-террористическом ходе, где единственный дирижер в течение почти 30 лет был Сталин, и где он один лишь мог помочь и лечить, а исполнители его преступной воли, говоря словами поэта, в том ключе и вожди. Кроме такого диктатора отправили в исправительного лагеря на длительные сроки лишения свободы имели право только спеснять, научить и зрителей. Сталинский преступный режим уничтожил, по крайней мере, 2 раза больше советских людей, чем Великая Отечественная война. В том числе почти всех революционеров Ленина, лучших партий, армии, самых способных и умных людей среди интеллигенции и других слоев общества.
будучи осетином по отцовской линии, по фамилии Жугаев, что он тщательно скрывал от советского народа, вызывая себя за других. Сталин оказался самым большим российским националистом. Тяжелые проселки достались от сталинского террористического режима во всех отношениях, в области экономики, в области политики, в области межнациональных отношений. Усатый диктатор, стремящего происхождения чувствами народу, их территориями, национальными и человеческими правами распространялся по своему усмотрению, применяя самые варварские и слышанные жестокие приемы и к старикам, и к женщинам, и к детям, и к новорожденным, и к тем, которые должны были родиться. Сегодня в Италии боятся ошибиться, заявить смело, что все без исключения важные проблемы для национальных отношений. Все кризисные ситуации Советской Федерации, порождены сталинской террористской властью, являются результатом беззакония, произвола и, прежде всего, самого Сталина и его преступного окружения. Не буду касаться проблем других народов и наций, коснусь конкретно имущих проблем. Вот прошли битвы Владикавказ лежит на истории имущей земле. Крепость Владикавказа основана в 6 мая 1974 года на правом берегу реки. В том месте, где в этом находился имущий село Срок, осетины стали селиться сюда лишь после основания крепости Владикавказа, пуская исключение город, расположен на правом берегу реки, поступая на разные обзорные службы в Руси. Об этом свидетельствуют другие историки, Гудков, Драконович, Семенов, Крупнов и другие. Все села, лежащие рядом барну аргентинцы, были всегда искусственными. Никто не в состоянии пытаться опровергнуть эти факты, если есть кровища. Уважаемые товарищи, ингушский народ, подвергавшийся постоянным болезням и жесточайшей эксплуатации социализации самодержавия и его сатрапов, с великой радостью встретил известие о свержении унитарского эксплуататорского строя и провозглашении советской власти во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Может быть, новые власти, вся власть Совета, фабрики, заводы рабочих, землю крестьянам, равноправие всех народов и наций были близки и порядки ингушскому народу. Когда на Северном Кавказе возникла смертельная опасность для советской власти со стороны Великинской белой армии и контрреволюционных сил, когда советская власть висела на полоскидование основания сербо-аргентинцев, весь ингушский народ, насчитывавший тогда примерно 95 человек, как один человек поднялся на защиту советской власти, спас из окруженного зданий города Владикавказа Совет Первой Народной Республики и Сколько еще времени на разговор? Как говорит? Сколько времени еще? Вы много говорите? Я говорю, надо укладываться в регламент. Товарищи, успокойтесь. Нам осталось не так много. Если кто хочет уйти домой, пожалуйста, я это позволяю. Только потихоньку встаньте и уходите. Но я не могу силу кричать, нельзя сами. Революционно боялся советскую власть завод Владикавказ, имущий понести громадные потери, видя 15-17 тысяч убитых своих сыновей и дочерей и несколько тогда сожженных ингушских звезд. Ингушский народ первым из народов на Северном Кавказе, Северном Кавказе, 4 февраля 1919 года в селении Мазоркино провозгласил установление ингушетии советской власти. Сам Великий в своей книге «Русские шкуты» изданной 25 года Берлине признает, но его армии и силы, поддерживающие его, потерпели поражение на Северном Кавказе из-за ингушей. Благодаря благодатной немецкой
руководству, признавая особенные заслуги ингушского народа завоевателя. Постановлением ЦИК СССР присвоил ингушскому народу название «Красные ингуши». Устами Стерва Орджоникидзе Кирова и других большевиков. Ленинцев, ингушам было обещано много раз было обещано ингушскому народу. Это обещание то, что выполнялись, когда был Ленин. Ваше время довольно истекло, есть желающие выступить. Заканчивайте. Пускай выступает до конца. Я сокрашу сейчас наполовину, хорошо. Товарищи, даем ему слово закончим. Сколько ему времени еще? Я хотел вам сообщить Сколько вам времени еще? Хотел вам сообщить такие данные, которые никому не было здесь известны. Ну так это надо было с вами начинать. Не повторяйтесь, пожалуйста. Что вы говорите? Уважаемые товарищи, великое и счастливое время прошло для нашего небольшого ингушского народа. Ярким свидетельством этого является настоящий второй съезд ингушского народа. Слишком много наших сородичей осталось лежать навсегда в земле обширных просторов Казахстана, не дождавшись сегодняшнего дня. Будем же, товарищи, помнить о них всегда. Товарищи ингуши, я не сомневаюсь, что каждый из нас и все мы вместе будем защищать всеми своими силами, энергией, знаниями нашу перестройку и революционные социальные, экономические и политические изменения, которые происходят в нашей стране по инициативе нашей партии и лично товарища Горбачева. И с таким же упорством, как защищали наши предки советскую власть от контрреволюции на Северном Кавказе. Осуществится самое сокровенное желание ингушского народа — восстановление ингушской национальной автономии в составе дружной семьи народов, входящих в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Восстановление и расцвет ингушской автономной Советской Социалистической Республики, где граждане всех национальностей будут иметь равные права во всех отношениях, иметь возможность пользоваться ими, а не на мере, жить и трудиться как братья вместе во благо нашей общей Родины. Спасибо. Товарищи, я очень прошу укладываться в установленный регламент и не повторяться. То это очень интересно, слушать одно и то же 10 раз. Слово предоставляется товарищу Куровой Азе, село Ангушт, пригородный район. Подготовиться товарищу Яннарбию Зелимхану, чеченскому писателю. Уважаемые делегаты и гости второго Ингушского съезда, разрешите приветствовать вас от жителей селения Ангушт и лично от себя. Пользуясь возможностью, я бы хотела выразить боль своего народа, накопившуюся за долгие годы. О том, какому чудовищному сталинскому геноциду подвергся мой народ, рассказало старшее поколение. А я, как представитель ингушской национальности, проживающий на территории Северной Осетии, проясню сегодняшнюю действительность моего поколения. Общеизвестно, что на общественную жизнь человек впервые уходит со школьной скамьи. Со школьной жизни
человека появляются такие мировоззренческие понятия, такие как дружба, товарищество, верность своему долгу перед Отечеством. Эти качества, помимо родителей, должна прививать и школа. А понятие Родина в него впитывается с молоком матери. На этом понятии зиждется вся жизнь моего народа. Но, к великому сожалению, у нас в Тарской средней школе велась и ведется антиингушская работа по воспитанию молодежи. Учащихся привыкли делить на две категории. Первая категория – это осетины. Они находятся в привилегированном положении перед ингушами. В чем выражается их привилегированность? Объясню. Директор этой школы Георгий Пухаев-Чусоев высказывал и высказывает следующее. Ингуши не аборигены этих мест. У них нет своей родины, нет истории. Культуры не было и нет. Ваш народ был репрессирован за массовую измену Родине. У вас нет героев. Каково же было нам, комсомольцам, в 70-х и 80-х выслушивать незаслуженные упреки в адрес нашего народа? О каких героях могла идти речь, если прошлое всего нашего народа, нашей нации, было перечеркнуто крест-накрест? А у нас были герои, истинные, природные, но их не награждали под звуки фанфар. В силу своей неграмотности, опять-таки мы ставим этот недостаток вину сталинизму, наши отцы в эпоху застоя не могли в полную силу доказать свою невиновность. От этого страдали и подрастающие поколения. Заряди, а ты выключи, зарядите. По этой причине, в частности, у другой национальности нападают в адрес нашего народа. Приведу случай, инцидент, который произошел недавно в колхозе. Бригадир полеводческой бригады, член партии, человек с высшим образованием, Зацоев, возмущенный обращением ингушского народа после митинга в Базоркино, возмущенный обращением ингушского народа в адрес правительства с просьбой о восстановлении автономии, начал гневно осуждать ингушскую национальность. Он высказывал оскорбительные выпады в адрес нашего народа, в чем и выражается антиингушское воспитание, полученное и в школе, и в вузе. Я, возмущенная этим, как человек и как депутат пригородного районного совета народных депутатов, обратилась в райком партии, в комитет госбезопасности о том, чтобы... Вам не надо волноваться, спокойно соберитесь с мыслями, говорите, вас никто не перебивает. Нас оградили от этих националистических выпадов. На следующий день нас вызвал к себе председатель колхоза Джусоев Петр Пухаевич. Он с насмешкой извинился перед нами за бригадира и сказал, что он, мол, душевно больной человек и не знает, что белого коня с золотой уздечкой немцам подарили не ингуши, а кабардинцы. Вот и все меры, принятые нашим руководством. Товарищи, какой же спрос молодежи, у которой идеология представления об истории прошлого народа хромает на обе ноги, если старшее поколение относится к выпадам младшего спустя рукава? Когда же, наконец, восторжествует справедливость? Когда же, наконец, мы будем жить и трудиться бок о бок? Я не берусь утверждать, что после съезда к нам будет враждебное отношение, но ни для кого не секрет, что после митинга Базоркина многие абитуриенты ингушской национальности остались за дверями вузов, техникумов, училищ Северной Осетии. Да и получившие дипломы остались неудел, вынуждены промышлять на шабашке. Многие семьи возвращаются на свою родину
на землю своих предков. Но и здесь их встречает большая проблема и с пропиской, и с самим земельным участком. И за прописку, и за земельный участок приходится платить, и причем солидную мзду. Возникает проблема с газом, с водоснабжением, с электроосвещением, за проведение которых кто-то платит из своего кармана. Ну, кто это, не стоит говорить, а за кого-то платит колхоз. Товарищи, говорить о наших проблемах можно бесконечно, но время ограничено. И сегодня, пользуясь возможностью, я обращаюсь к партии, к правительству, от имени погибших от репрессий, от имени живых. До конца исследовать историю моего славного многострадального народа и поведать правду всему миру, чтобы не было этих незаслуженных упреков в адрес моего народа. Человек, а потом нация. И поэтому для духовного и творческого развития нашей нации нам требуется автономия, как и другим народам. Пусть тот лозунг «Мы дружба единой стены» остается навеки. И разрешите мне закончить свое выступление словами Михаила Сергеевича Горбачева из выступления по телевидению от июля 1989 года. Мы можем рассчитывать на изменения к лучшему лишь в том случае, если каждая нация, каждый народ будет чувствовать себя, я бы сказал, уверенно в собственном доме, на собственной земле. Да здравствует правовое государство, где все люди и все народы имеют равные права. Благодарю за внимание. Для выступления предоставляется Чернобию Залимханову, чеченскому писателю, подготовиться Надару Дададзе, председателю управления Народного фронта Грузии. Товарища Нербиева нет в зале, да? Тогда просьба выступить следующему товарищу Надару Дададзе, председателю управления Народного фронта. Дорогие друзья, мы в составе 17 человек приехали из Грузии, представители разных общественных и политических организаций и групп, чтобы приветствовать вас в этот исторический день. День второго съезда народа. Второго народного съезда Ингушетии. Нас это событие радует в двух отношениях. Во-первых, мы рады, что состоялся народный съезд, то есть народ признан самой высокой социальной категорией. Это нам, малым народам, давно известно, но большим известно, к сожалению, в далеко недостаточной степени, что самыми тесными, самыми крепкими из всех социальных уз являются национальные. Человек имеет не только свое личное, индивидуальное природное «я», но и свое надличное, свое коллективное природное «я». Он имеет свою нацию. И свою нацию он, если он нормально развит, он любит больше, чем самого себя. Очень трудно понять представителю большого народа, что для человека
потеря жизни гораздо меньшая трагедия, чем потеря нации. И что в потере нации для человека главное не то, что он остается один, что он остается без нации, а то, что пропадает нация, что под ударом оказывается нация. Поэтому, когда народ выселяют, для него самое трудное не то, что он покидает родную землю, а самое трудное то, что, возможно, перестает существовать его нация. Это большому народу никогда не понять. Но мы, маленькие народы, это хорошо знаем. В том числе знает это весь грузинский народ, от самого западного пункта Грузии, села Кантьяни, до самого восточного села Башлавани. Должен вам сообщить, что у Народного фронта Грузии имеется своя конкретная программа, свои конкретные цели, которые очень близки к вашим целям. Очень близки. Я хочу подчеркнуть те ваши цели, которые я бы хотел, в отношении которых я бы хотел сегодня, практически на сегодняшний день, высказать самые горячие свои пожелания. Во-первых, я бы хотел, чтобы у вас на вашей земле не было ни одного человека вашей национальности, который бы имел хоть минимальную юридическую зацепку для получения земли и не имел бы земли. Земля должна быть роздана всем представителям нации, которой эта земля принадлежит, которые в ней нуждаются. Хотя бы для этого пришлось раздать все угодья совхозам или колхозам. Ни один человек не может оставаться без земли. Это один из основных пунктов нашей программы. И я бы желал, что в вашей программе этот же пункт был бы как можно скорее реализован. Насколько я знаю, нередки случаи, когда из-за безземелья, из-за экономических преград, которые в большинстве случаев искусственны, люди вынуждены покидать свою землю и уезжать в Россию. Что много семей, не только чеченских, но и ингушских, которые переселились в Россию и там живут, потому что там жить легче. Я бы желал, чтобы этого не было, чтобы ни одного такого случая не было. Потому что полнокровной жизнью и полноценной жизнью человек может жить только у себя на родине. Кроме того, я хочу вспомнить один очень трагичный эпизод из вашей истории, тесно связанный, конечно, и с нашей, который имеет свои, так сказать, реальные последствия в настоящем. Вам известно, что еще в программе декабристов, самых прогрессивных людей России, которая стала известна, правда, очень узкому кругу в 1825 году, и которая была издана лишь в 1906 году во время революции, что там был такой пункт, что надо народы Кавказа разделить на мирных и буйных. Мирных надо как можно скорее русифицировать, а буйных надо выселить с Кавказа, дабы превратить их в землю в благоденствующую область русскую. Это пункт еще программы декабристов. Так что ничего нового с точки зрения империи не было в том факте, что произошли варварские выселения в 1944 году. Это было не более как реализацией очень-очень старого пункта имперской программы. Эта реализация началась не в 1944 году. Она в очень крупном масштабе имела место в 1864 году и после, когда из-со всего Северного Кавказа было выселено не менее миллиона беженцев, не менее миллиона мухаджиров, ушло тогда с Северного Кавказа. Вам известно, конечно, что очень значительная часть потомков этих людей по сей день сохраняет свою национальность, сохраняет свой язык, сохраняет свое национальное самосознание. Я бы хотел вам пожелать, чтобы как можно больше из этих людей, а желательно, конечно, чтобы все вернулись на свою родину. Вернулись на свою родину. Потому что
поселения иноплеменного элемента, организация столиц, которые здесь упоминались, это было не менее варварским актом, чем то, о чем здесь говорили столь пространно. Я желаю, чтобы мухаджиры вернулись на родину. Здесь был упомянут проект программы, проект платформы, который должен быть представлен на пленум по межнациональным отношениям. Я должен вам сказать совершенно открыто, что Грузия, грузинский народ, этот проект отрицает абсолютно категорически. Со всей категоричностью Грузия отрицает этот проект, потому что в нем не сделано ни одного шага в направлении уменьшения диктата центра над республиками. Даже такое явно несуразное понятие, как советский народ, из этой программы не изъято. Народы существуют, реальные народы существуют разные. Грузинский, армянский, азербайджанский, осетинский, ингушский, чеченский, английский, французский и так далее. Но советский народ не может существовать. Мы, правда, мы все относимся к народу в том отношении, что мы не какая-нибудь особая каста, мы не какой-нибудь класс, мы вся масса населения. И то правда, что мы живем в Советском Союзе, в этом отношении мы советские. Но когда термин «советский народ» употребляется как термин, заменяющий название реальных народов, и когда в Конституции существует положение, что земля, воздух, вода и так далее является собственностью советского народа, это уже просто ложь. Просто ложь. Это совершенно безосновательное понятие. Из программы, в которой оно фигурирует, согласиться нельзя. Не говоря уже о многочисленных конкретностях, которые там весьма и весьма неудовлетворительны. Дорогие друзья, для всех нас, для кавказских народов, более многочисленных и менее многочисленных, а по-настоящему многочисленных среди нас, как вам известно, конечно, нет, для всех нас первой задачей, которая заслоняет от наших взоров все остальные задачи, я подчеркиваю, заслоняет все остальные задачи, это является задача свободы, задача повышения степени нашей свободы. Но это не единственная задача. За этой задачей существуют еще другие. Мы, кавказские народы, народы очень ярко выраженной специфической бытовой культуры, специфической традиции. Несмотря на то, что нами создано много культурных ценностей, которые можно очень ясно видеть, начиная, скажем, от поэзии, качая народной музыкой, несмотря на это, все мы нашим самым высшим достижением перед человечеством и перед историей считаем наш кодекс чести, который у нас действительно народен по своему характеру, наши представления о морали, о браке, о семье, о долге перед другом и так далее, и так далее. Это наше самое высшее достижение. И наше это высшее достижение, конечно, не может не стоять под угрозой, когда мы сталкиваемся с современным миром, развитие которого идет вовсе не в том направлении, в каком развивался мир наших предков. Наши ценности оказываются под угрозой, и мы должны всеми силами сохранять эти ценности. Конечно, мы не можем сохранить их насильно. Мы можем сохранить их только путем их развития настолько далеко идущего, чтобы они были всегда в силах конкурировать и сочетаться с теми новыми ценностями, которые нам предлагает человечество. Это в сфере морали. Кроме того, мы живем не только в сфере морали, но и в сфере экономики, в сфере реальности. Ни для кого не секрет, что мы катастрофически отстали от мирового развития. Чисто технически, чисто профессионально мы катастрофически отстали от мирового развития. В то же время ясно и то, что как бы мы, кавказские народы, не планировали свое будущее, какие бы мы схемы не создавали и не строили, непременным условием, без которого все эти схемы разрушатся, где-то в каком-то пункте этих схем должно участвовать условие,
что наш человек, кавказский человек, лучше другого, что он способнее, что он больше способен к труду, что он имеет более сильную волю достигать своих целей. Потому что мы малочисленные народы, иначе выжить не можем. Вот мы должны воспитывать наше поколение именно так, чтобы каждый из наших детей, будь то мальчик или девочка, сознавал не только возможность, не только надежду, но и тот быть лучше других. Вам всем известен такой феномен, что когда, например, мы в истории читаем, что, скажем, какой-нибудь из кавказских военачальников имел, скажем, 1000 человек, а его противник имел 1500 человек, и этот кавказский военачальник потерпел поражение, мы всегда начинаем искать причины, почему он потерпел поражение. У нас никогда не возникает мысль, что раз у него было 1000 человек, а у противника было 1500 человек, он должен был потерпеть поражение. Потому что мы на каком-то подсознательном уровне мы всегда считаем, что при таком преимуществе он все равно должен был выиграть сражение. Этот феномен символичен для всего нашего миросозерцания, для всего нашего мироощущения. Мы должны быть лучше других, иначе мы не выживем. Мы должны быть лучше других благодаря своему трудолюбию, благодаря своей силе воли. Мы, конечно, стоим сегодня и всегда будем стоять под более острой необходимостью трудиться и выдавать свой максимум, чем все остальные народы, которые нас окружают. Я желаю всем вам и всем нам, чтобы наши потомки были всегда способны к этому. В связи с этим я хочу сообщить вам, продолжая речь всеми нами горячо любимого Ходжи Ахмеда Бисултанова, что вместе с Кавказским Сеймом, который дай Бог нам создать как очень мощное орудие социальной жизни, мы в Тбилиси создаем Кавказский центр, Кавказский культурный центр, который призван по возможности обширнее и по возможности глубже ставить и решать все проблемы, связанные с культурным развитием кавказских народов. Прежде всего, мы, имея очень большой опыт, так сказать, бежать вдогонку современной цивилизации, мы надеемся, что все общими силами нам удастся реально подготовить, не только словесно, но реально подготовить заложить основу для средней школы на всех кавказских языках. То есть мы хотим подготовить учебники предметов по 10 класс на всех кавказских языках, чтобы каждый мальчик или девочка, представитель наших языков и наших народов, мог, если они хотят, чтобы они могли, если они хотят, овладевать курсом знаний, который предусматривается в программе средней школы на своем родном языке. Я думаю, это такая задача, которой мы не имеем права поворачиваться спиной. Здесь... Вам еще сколько времени? Я закончил свое время. Здесь вопрос. Скажите несколько слов об абхазах. Такой вопрос. Большинству из вас известно, конечно, что абхазы один из основных кавказских народов. Они братья всем нам. Каждая из наших наций, они братья по крови. Они нам братья по культуре, по той исключительно высокой народной культуре, бытовой культуре, о которой я вам только что говорил. За всю свою долгую историю грузины и абхазы жили всегда очень дружески, они всегда были очень близки один к другому, и никогда никаких конфликтов не было. Сегодня такие конфликты есть.
эти конфликты насаждаются третьей силой. Третьей силой, может быть, даже четвертой. Иного объяснения им нет. Иного объяснения им нет. Им нет. Если вас интересуют факты, то факты можно очень коротко суммировать так. На этой территории, которая называется Абхазская ССР, грузины жили всегда. Предки абхазов, часть предков абхазов тоже жила всегда. Оба народа автохтонны на этой территории. Оба народа. Они жили без конфликтов. Сегодня там 45% грузин, 17% абхазов, остальное другое население. К сожалению, по наущению этой третьей и четвертой сил случился такой печальный эпизод, что довольно очень большое количество людей абхазской национальности вдруг ни с того ни с сего открыло огонь по грузинскому населению. Открыло огонь в прямом смысле слова, из ружей и автоматов. Несмотря на все это, позиция лично моя и вообще нашей общественности такова, что мы должны жить вместе в вечной дружбе. Мы должны вести разговор открытый. Вы знаете, что разговор ведется даже через линию фронта. Стоят громкоговорители и обращаются в стороны одна к другой. Даже если среди сегодняшних абхазов нет ни одного человека, чему я, конечно, не верю, уши которого были бы открыты для наших слов, даже если такого нет, мы все равно обязаны говорить правду и будем говорить правду, которую услышат дети и правнуки. То есть мы обязаны говорить даже через голову нынешнего поколения. Что касается нынешнего поколения, то мы, конечно, у нас тут единственное условие. Будем друзьями, будем говорить, но прежде всего, приведите к нам с повинной или накажите сами тех людей, которые из автоматов стреляли в грузинское население. Вот это единственное условие. Другого условия у нас нет. Спасибо за внимание. Товарищи, сегодня по этому выступлению, по предложению всех присутствующих, время академии уже кончилось. Завтра утром в 10 часов слово для выступления предоставлено будет товарищ Базгиевой Яхе, секретарю комсомольской организации колхоза Завета Ильича Сужинского района. Так. Дальше слово второму будет предоставлено Мамилову Магомеду, замдиректора города Грозного. Остальное я не решаю. Теперь, товарищи, сейчас я дам тебе слово. Товарищи, тут поступали многие запросы, будут ли материалы съезда изданы. Мы, инициативная группа, сделаем все возможное через соответствующие советские партийные органы, что все материалы всего этого съезда опубликовать в сборнике в том количестве, которое это будет достаточно. Товарищи, одну минуту, вы опять же проявляете дисциплинированность. Вот вы ждали 70 лет этот съезд, и не можете подождать 5 минут. Подождите, пожалуйста. Сейчас я предоставлю слово товарищу Чахлиеву для зачтения некоторых телеграмм. Потом мы уйдем. Дорогие товарищи, в адрес съезда поступает очень много телеграмм. И разрешите их вам зачитать. Из Хасавюрта и Дагестана поступило 5 телеграмм. Поздравляем с открытием съезда ингушский народ и участников съезда. Желаем плодотворной работы и решения проблем народа от Дагестанской ССР. Правда, они думают, что мы съезд проводим в политпросвещении обкома партии. Поздравляем открытием съезда ингушский народ, желаем решения проблем, стоящих перед ингушским народом Дагестана. Таких 5 телеграмм.
Есть телеграммы из Северной Осетии. Заурикау. А если расшифровать, это одно из ингушских селений. Уважаемые делегаты, с чувством глубокой душевной боли переживаем деятельность лидеров экстремизма, толкающих ингушский народ на путь конфронтации и борьбы с осетинским народом. Горные территориальные претензии, требования перекройки границ противоречат политике ЦК КПСС. И мы верим в мудрость, дальновидность войнахского народа, дружбой которой мы всегда дорожили. Парсиев и так далее. Подписывается 7 человек. Это Северо-Осетинская ССР, Алагирский район, село Заурыкау. Ну, есть такие еще телеграммы. Дорогие друзья, я хотел бы 2 слова сказать в адрес нашего земляка, который прислал нам телеграмму из далеких границ. Ну, находится он в Германии. Это старший брат-герой Афганистана Адам Султанович Аушев. Не имея возможности быстро выехать в Союз в настоящее время, я искренне поздравляю с открытием съезда ингушского народа. Желаю им успехов, так как я их родной сын, Аушев Адам. В этом зале присутствует отец, делегат нашего съезда, Султан Аушев. И в этом зале присутствует народный депутат СССР Руслан Султанович Аушев, которого мы не назвали сегодня. И, дорогие друзья, дорогие товарищи, гости, послушайте 2 минуты хорошее слово нашего земляка из Москвы, подполковника, танкиста, чеченца, нашего брата, который не смог приехать. Он попросил меня зачитать его небольшое выступление. Если вы разрешите, я зачитаю. Нет, завтра. На одном из заседаний съезда народных депутатов СССР с требованием о восстановлении автономии Ингушетии выступил депутат Хамзат Фаргиев. В связи с этим хотелось бы поделиться некоторыми своими мыслями и предложениями. Прежде всего задумаемся, есть ли резон совместной автономии чеченцев и ингушей. По моему глубокому убеждению, да, и несомненно есть. Ингуши народ, сложившийся в результате укрепления самого сильного, крупного и самого мобильного из войнахских племен. Остальные войнахские племена консолидировались в другой народ чеченцев. История войнаху имела вообще-то тенденцию складывания из состава нескольких народностей. 2-3 столетия назад намечалось по меньшей мере 4 центра возможного образования народности в составе войнахов. На востоке нынешней Чечен-Ингушетии, по реале от Веденного до Кизляра, центральной части Горной Чечни, западнее Большой Чеченской равнины и самом западе. В документах 17-18 веков примерно так и называли ичкеринцы, щепуты, карабулаки, ингуши. В силу разных исторических перипетий из этих нескольких возможностей реализовалась лишь одна – образование ингушского народа на Западе. Остальные 3 были прерваны искусственно, в результате чего сложился путем объединения всех чеченских племен один чеченский народ. Это и хорошо, и неплохо. Это историческая реальность, данность сегодняшняя. Речь идет всего лишь о том, что у войнахов один корень, общая культура, традиции, очень близкий язык. Совместная республика делает войнаху более крупной и жизнеспособной нацией. Однако, если Ингушетия хочет автономии, то эта автономия должна быть ей предоставлена. И никто не вправе чинить ей в этом какого-либо препятствия. Чеченцы, русские и другие народы, проживающие в ЧССР. Если они признают конституционное право каждого народа на самоопределение.
то не могут осуждать ингушей или обвинять их в национализме или сепаратизме. Это их дело, их право. К стремлению ингушей реализовать свое право надо относиться спокойно. Другое дело, как осуществить право ингушей на самоопределение. Думаю, что этот вопрос должен решаться волеизъявлением самого ингушского народа. Самый верный способ на этом пути – общенациональный референдум жителей ингушских городов и селений. Конечно, провести его не будет непросто, тем более, что подобного опыта в стране нет. Это было написано несколько месяцев назад. Сегодня мы стали свидетелями, что ингуши собрались на второй свой съезд, когда решается этот вопрос. Но не все решать этот вопрос надо всему народу, а не отдельным, решать это надо всему народу, а не отдельным его представителям или даже избранникам. Кто может принимать окончательное решение после референдума? Если он выскажется за отдельное национальное образование ингушей, какую форму примет это национальное образование? Будет ли это автономия или союзная республика? Область или округ? Все это также компетенции ингушей, если следовать Владимиру Ильичу Ленину. Например, результаты референдума и форму национального образования могли быть утверждены Всеингушским съездом Советов. Именно этот съезд мог бы высказать волю народа, принять решение и определить затем свои отношения с другими, в первую очередь соседями, с другими народами. И никто, если следовать по Ленину, не вправе диктовать свою волю ингушам, ни Верховный Совет СССР, ни Советы России или даже Союза. Именно такие взаимоотношения между малыми и большими народами вытекают из ленинского принципа права нации на самоопределение. Главное в том, чтобы все проблемы, связанные с самоопределением, решались спокойно, без нервозности, демократично. Ни в коем случае нельзя поддаваться взрыву эмоций. Как в закавказских республиках, надо сохранить свое лицо, решить вопросы цивилизованно. И не менее всего отговаривать ингушей от отделения чеченцам тоже не стоит, ибо это противоречит этике межнациональных отношений. За долгие годы жестокого антидемократического режима в национальном вопросе нас приучились спрашивать о каждом своем шаге размышления. Но сейчас другое время. Перестройка говорит нам всем: берите свою судьбу в свои руки, осуществляйте свои права. Поэтому судьба ингушей или абхазцев должна решаться не в Грозном или в Тбилиси, не в Москве, а в самих ингушских или абхазских городах и селах. Дельмаев Хамид, кандидат философских наук, чеченец, город Москва. Спасибо за внимание. Товарищи, два объявления, и я вас больше не буду задерживать. Ужин будет там, где вы и обедаете. Это первое объявление. Второе. Всем гостям, присутствующим на этом съезде, просьба оставаться. Дорогие хозяева, просьба гостей не утомлять. Давайте, пошлите гости. Дорогие гости, пойдемте. Может, его фамилия? Пойдем. Бывший наш. Просто мы просто помогать и все. Хорошо, я почему? Ваши полномочия мои. Нет. Ну, перейдем. Хамзат, тоже время. Видите, вот теряется немножко так. Уже, значит, манипулируют, да? Товарищ хозяин. Ну, гости устали ждать. Его уже здесь нет. Пойдемте. Он, наверное, меня снимает, я не замечаю. Да, он правильно делает. Поехали. Пойдемте, товарищ. Лицом. Можно вас на минуту? Только поведите меня. Хамза, Аслан. А я взялся? Ага, вот так. Дайте я вас сниму. Ага. Чуть-чуть.
Вот, улыбочку. Спасибо, спасибо. 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 Знаете, это ваше объявление? Все так. Ну, там были. Они знают. Hamma köyde registrasyon işlemi. İşte o hayır maddeler ha. Şöyle zaman böyle çok olmuş eskiden. Bu hala. Tam dakika olmuyor. Son dakika. Сколько он отплатил? Все, başladı. Yattı bak. Просто назад собой Sana голову на. Tamam, да, разбили. Ближе, поближе, поближе. С улыбочкой, конечно. Да, да, да. Спасибо. Все уже. Все, наверное. Отдыхают. Знаешь, развернуться дел, говорит, вот так. Значит, полукругом. Так, еще чуть-чуть. Ага, план. Значит. То düşün, gezi gelseydi, haber haçlı olurdu, ha işte. Ha bakın. Так, ну еще с гостями еще Аллору. Да. Со, а что они? Да, иди что Чисто халдязми. Eş mandat, eş mandat. Просто Текст чьи? Ой, счастье, да. Холумяться просто. Набор, важно, да, спал за дверь. Более важно, Через минуту выходит. Через минуту мы. А это хан. Минуту, дорогие. Момент. Ой. Вот дверь. Так, мне нужно там... Включал. Телевизор швали. Digo aşağıda öyle ama. Bastın digo aşağıda. Ben bu onda olmayız. Hop zaten. Тебя что? Я хочу увидеть запись. Запись, не обязательно. Честно, выражения такого не было. Ну, это не зал, да, свет ползает. Ну, пустое место, видишь, зал. Ну, да, забыть, что ты такой, суете будешь снимать. Именно эту суету я хотел бы снять. Ну, сними тогда. Да, садись туда. Хочешь плаваешь, а? Может, ты впереди сядешь, а? Ну ладно, хотя бы там, да, вот так. Сам похуй, года ждем. Сейчас я ахича дал, мать, да, видите? Ахалиш ган, сейчас я ахича дал, мать, видите?
حاولت من دي زال زين الله أزي صوّن يا عش وكيسة صور أي على ضعوا نخوا Продолжим нашу работу второго дня, второго съезда Ингушского народа. Я прошу, внимания. Значит, все записки, пожалуйста, подавайте через наших товарищей. Ладно? Вторую половину нашего рабочего дня сегодня посвятить принятию документов. Первая половина дня, я прошу очень внимательно слушать, первая половина дня 3 часа 40 минут чистого рабочего времени. Нетрудно посчитать, сколько это минут всего. Это значит 2 часа 20 минут, да, времени. Значит, если мы даем по 10 минут выступления президента, значит,
как бы мы ни хотели, выступить могут только 22 человека. Простая арифметика это покажет. Больше, как бы мы ни хотели уважить все поступающие просьбы и записки, мы этого сделать не можем. Поэтому к этому надо отнестись трезво и реально. Есть предложение в связи с этим, в связи с тем, что у нас уже подано записок свыше 80, и вот сейчас поступили, которые мы не посчитали. Значит, практически выступить всем, кто подал, как бы мы ни хотели, не удастся. В связи с чем есть предложение, чтобы выступила хотя бы половина, чтобы потом президиум обработал материалы по запискам, по просьбам. Есть такое предложение. Сократить, на ваше усмотрение, товарищи, сократить выступление в прениях до 5 минут. Правильно. Потому что есть повторы, есть дополнительная информация, полученная нашим съездом по вчерашнему по времени достаточно большая. Поэтому я прошу, ставлю на ваше голосование, кто за то, чтобы выступление в прениях сократить до 5 минут. Прошу поднять мандат. Товарищи, внимание. Какой микрофон? Второй, да, пожалуйста. В зале присутствует писатель Азиев Салман. Я бы хотел, чтобы он занял место среди вас. Спасибо. Не будем терять времени. Ваши аплодисменты воспринимаются как согласие. Писателя Азиева Салмана просим подняться в почетный президиум. Также просим подняться делегацию акинцев. Товарищи, поприветствуем делегацию акинцев. И, пожалуйста, просим подняться в президиум активного нашего члена Парчи УПА. Значит, мы приняли. Так. Все будет сказано. Товарищи, к нам поступила записка от товарища Чернигина, героя Советского Союза, о том, что в сегодняшней утренней газете нет ни строчки информации о съезде. Здесь поступила записка о том, что делегаты от пригородного района СССР и города Орджоникидзе просят, нет, извините, это, значит, просим не начинать съезд, пока не приедет телевидение. Тачиев, Боков, Годоборшев, Сурков, Тачиев. Вот по этим двум вопросам, связанным с информацией по телевидению и газете, справку краткую даст нам секретарь обкома Быков. Только, пожалуйста, очень кратко, чтобы... В двух словах, уважаемые товарищи, вот вчера, значит, обратились товарищи Толпежников, это народный депутат СССР, Дарсигов, Фаргиев и Аушев, с предложением, значит, чтобы была прямая трансляция настоящего съезда. Мы этим вопросом занимались, но дело в том, что любая трансляция в нашей республике возможна только по Первому каналу телевидения. Первый канал в воскресный день занят Москвой. Мы не имеем технической даже возможности, вот мне сегодня объяснили специалисты и руководство телевидения и радио о том, что прямую трансляцию вести у нас даже нет технической возможности. Мы не можем это сделать. Второй канал у нас в воскресенье не работает. Второй вопрос. Не, ну вы можете возмущаться, так? Я, откровенно говоря, объясняю вам, как есть. Нам надо, видимо, работать на съезде. Давайте, прошу просить, давайте объяснить, поэтому я объясняю. А потом примем решение. Второе. Я и говорю про съезд. Пожалуйста, ну пожалуйста, я же даю пояснение. Что касается, значит, вот по газете «Грозненский рабочий»,
У нас здесь находятся корреспонденты не только газеты «Грозненский рабочий», но и центральных всех газет приглашены здесь люди, да? Работают их корреспонденты, материалы съезда будут даны и в Грозненском рабочем, в других газетах республики, и, возможно, в центральной прессе. Мы будем об этом просить представителей центральной прессы. Я вот, как секретарь обкома партии, об этом их прошу вот в присутствии всех вас. Все. Так, товарищи, съезд удовлетворен пояснением по данному вопросу? Значит так. Тогда поверьте мне, как режиссеру по профессии, что касается вопросов трансляции по телевидению, это действительно есть определенные технические сложности. Чисто вот как председатель спрашивает. Вот. Что касается газеты, я с вами солидарен. Информация о съезде, информация маленькая, несмотря на то, что грамотки были набраны еще вчера, могла быть. Это, к сожалению, увертка газеты. Так, товарищи, сейчас мы будем отнимать время. Сейчас мы будем... Да. Но речь шла еще о радио, о трансляции через радио. Почему этот вопрос опущен? Те же самые технические моменты. Товарищи, еще раз я повторяю, в выходные дни, если люди либо здесь, либо там, то только сидят дежурные операторы. Я предлагаю, если вы выражаете недоверие в данном случае к президиуму, который вы же избрали, я предлагаю сейчас срочно 3-4 человека организовать из состава делегатов зала и послать в радиокомитет и убедить, что там сидят дежурные и 3 оператора. А если заснятый материал? Товарищ, одну секундочку. Канал включается совершенно по другим причинам. Военсекорцы лучше, его говорить по продолжим лучше работу съезда, не открывая это время. Кроме того, нам материалы со вторника начиная, материалы съезда будут публиковаться. И по телевидению будут передачи, и выступление, каждое слово ведется запись, мы ведем запись каждого слова нашего выступления. Поэтому сейчас не будем терять время. Значит, со вчерашнего дня у нас слово предоставляется Ибрагиму Бейги. Спасибо. Дорогие делегаты, гости, дорогие друзья, ассаламу алейкум. Мне немножко непонятна прелюдия сегодняшнего нашего заседания. Что за объяснение возможности передачи по телевидению, по радио? И что за зажим демократии? Почему мы должны ограничивать сегодня выступление? Этот съезд собран через 70 лет. Ожидали ингуши этот съезд как воздух, как вода в пустыне, а сегодня начинается ограничение. Ну что это такое? Я не обещаю присутствуя всем товарищам, что я уложусь в 5 минут. Или я вообще не буду выступать, или дайте мне 15-20 минут. Ваши аплодисменты как согласие. Пожалуйста, выступайте. Хочешь дать мы дали слово у ваших. Дорогие друзья, дорогие делегаты, гости, я думаю, не ошибусь, если сегодня свяжу свое выступление и с платформой Центрального комитета партии о национальной политике, и с историей, и с сегодняшним днем. Дело в том, что в платформе четко сказано, проблемы национального развития и межнациональных отношений, с которыми страна сталкивается в настоящее время, имеют
глубокие корни и в прошлом. Вот этот момент, к сожалению, очень жидко прозвучал в выступлениях вчерашних ораторов. Дело в том, что на протяжении многих лет, на протяжении десятков лет, история извращалась по сталинской схеме, не только история партии, но и история народов, в том числе история народов Северного Кавказа. И события 1944 года органически переплетаются с событиями 19 и начала 20 веков. Почему я сказал, имеет глубокие корни? Потому что еще в 19 веке царизм практиковал переселение народов Кавказа, далекие северо-восточные края России, Сибирь. Эта тенденция продолжалась в начале 20 века. Вы помните известные события, связанные с Зелимханом. И, наконец, события 43-44 годов. Так вот, для того, чтобы оправдать свою противоконституционную изуверскую акцию, Сталин, Берия и их окружение, новоявленные опричники, сделали экскурс во вторую половину 19 века, начало 20 века. Всем известна порочная, антинародная, антинаучная статья бывшего секретаря ЦК Компартии Азербайджана, клеврета Сталина Мирджафара Багирова о движении Шамиля и мюридизме. Эта статья оправдывала акции царизма. Эта статья оскорбляла историческую память народов Кавказа. Для того, чтобы оправдать вот это переселение 1944 года, была придумана антинаучная схема о приверженности горцев к выступлениям против существующего строя и режима. Поэтому здесь приходится несколько упреков сделать в адрес местных историков, ученых, руководителей средств массовой информации, которые на протяжении многих лет, даже уже после периода застоя, продолжали публиковать на страницах печати порочные антинаучные статьи, которые не лили воду на интернационализм и консолидацию народа. На сегодняшний день чечено-ингушский народ не имеет своей истории. Что не слышно? Соседние народы, соседние республики. Дагестан уже издал 3 тома истории народов Дагестана. Северная Осетия тоже издала свою историю. Кабардино-Балкария 2 тома. А Чечено-Ингушская республика так и кого-то и что-то ждет. До сегодняшнего дня нет истории Чечено-Ингушской АССР. Та история в очерках, написанная более 25 лет тому назад, она не отвечает достоверности исторических исследований, достоверности исторической памяти. Прежде всего в этом вина местных ученых, интеллигенции, писателей, которые многие годы, оправдываясь тем, что им не дозволено, о своей истории ничего не писали, а если и писали, то извращенно. Мне бы хотелось, в связи с тем, что я уже сказал о прелюдии сегодняшнего заседания, не согласиться с тем объяснением товарища Бекова Мустафы, который он дал по поводу радиовещания и телевидения. Это рассчитано на некомпетентную, темную аудиторию. Здесь сидят люди зрелые. Уже не то время, когда можно такие давать объяснения. Разве нельзя было подумать об этом еще позавчера? Хотя бы 2 словами объявить в Грозненском рабочем
о том, что открывается второй съезд ингушского народа. Даже центральное телевидение в рубрике «120 минут» об этом сделало объявление. Почему же местные руководители печати этого не делают? До каких пор это будет продолжаться застой в органах печати Центрального органа областного комитета партии? Давно пора избавиться от таких руководителей, как товарищ Безуглый. Несло какую-то струю ненужную, нежелательную. Сегодня у нас речь идет об очень важном моменте, о автономии ингушского народа. Мне бы хотелось, чтобы реакция зала была другая немножко на мои выступления, мои слова. Не нужно аплодировать по каждому поводу и не отнимайте у меня, пожалуйста, минуты драгоценные. Дело в том, что эта газета на протяжении многих лет после создания Народного фронта третировала Народный фронт, оскорбляла достоинство руководителя Народного фронта Хожахмеда Бессултанова. А почему же за это никто не отвечает, за эти оскорбления? Его-то в суд подали. А то, что страницы газеты его много раз оскорбляли, 20 раз с лишним были статьи против Бессултанова, против Народного фронта. А он ведь боролся как раз не только за интересы чеченского или русского или других народов, но и за интересы ингушского народа. Интеллигенция была инертна, и никакой реакции от них не последовало. Избранные люди они. Давно следовало бы рассмотреть вопрос пребывания на должности председателя общества отправления общества знаний профессора Виноградова. Как же так? Идеология республики. Ворочает человек, который на протяжении многих десятков лет извращал историю народов чеченцев и ингушей, извращал историю народов Северного Кавказа. И последняя конференция в Махачкале, посвященная народно-освободительной борьбе горцев, подтвердила его несостоятельность, его некомпетентность в вопросах освящения народов, истории народов Северного Кавказа. Он вынужден был покинуть конференцию, потому что не смог ответить на заданные ему многочисленные вопросы, не смог объяснить, почему он извращал эту историю. И сегодня он еще не объясняет это. В то же время жалуются на всех тех, кто критикует его концепцию. Это недозволенная зона, его критиковать нельзя, создаются какие-то комитеты защиты Виноградова, не знаю, насколько это достоверно. Во всяком случае, пора и этим вещам тоже положить конец. Освещая историю народов Чечен и Ингушетии, ни одним словом эти историки не сказали о трагедии 1944 года, а лишь сказали о бандитизме, а лишь сказали о мюридских группах, но не сказали о том, как мужественно сражались чеченцы и ингуши на фронтах Великой Отечественной войны. Не назвали имена героев, не назвали имена тех, кто невинно погиб в период депортации. А муссируют эту тему то на страницах печати, то в брошюрах, то в телевидении. Не надо доказывать, сколько было бандитов, 300 или 200. Эту тему не муссирует ни одна республика, ни Украина, ни Белоруссия, ни Молдавия, ни Российская Федерация, где тоже было антисоветское выступление. Не один десяток тысяч, а сотни тысяч всяких формирований антисоветских, воинских, которые сражались с оружием в руках против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны. Однако эти народы берегут свою историю, берегут сознание молодого поколения, не затуманивают их мозги бандитизмом, всевозможными группками, всевозможными отщепенцами, которые не олицетворяют народ. Народ никогда не был и не может быть преступником, он только может быть жертвой преступления.
каким оказался ингушский и чеченский народ. Жертвой преступной банды Берия новоявленных опричников оказались народы Северного Кавказа, депортированные в 1943-1944 годах. Мне бы хотелось несколько слов сказать о кадровой политике, которая тоже является извращением ленинской национальной политики, особенно в области науки, искусства, литературы. Я не буду делать всеобъемлющий анализ, времени до этого нет, но коснусь научно-исследовательского института, где за последние 4,5 лет уволены с работы по разным причинам или убежали оттуда буквально напуганные, что будут получены ярлыки, 17 человек, в том числе 2 доктора, в том числе 1 ингуш и несколько ингушей других сотрудников. 17 человек местных кадров. Это называется рост местных кадров. Директор института спокойно на это реагировал, и никто никакого внимания не обращал. Вместо этого приняты 4 человека других национальностей, остальные 13 должностей сокращены по неизвестным причинам. Вот это называется научно-исследовательский институт республики. Тогда как рядом у соседей огромные институты. Сегодня нет полнокровных секторов в этом институте, которые разрабатывали бы историю чеченского и ингушского народов. Не хотелось мне вмешиваться в письмо и выступление товарища из Осетии, товарища Худалова, но коль скоро в этом письме задеты принципиальные вопросы и подвергнут критике даже я, то если я не отвечу на это письмо, меня могут осудить и чеченцы, и ингуши, и все присутствующие товарищи. В этой связи хотелось бы зачитать конкретно еще одно, так сказать, место из платформы ЦК КПСС. Надо исходить из того, сказано в платформе, что интернационализм – это не отрицание права на национальное, наоборот, это возрастающее внимание к национальным интересам народов и одновременно защита общечеловеческих ценностей, учет интеграционных тенденций, набирающих силу во всем мире. В свете этого магистрального положения платформы ЦК КПСС национальной политики вызывает недоумение и возмущение письмо представителей осетинской интеллигенции на имя генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Верховного Совета СССР товарища Горбачева, председателя Совмина товарища Рыжкова и других основных руководящих деятелей нашей страны. Письмо составлено с претензией на совершенное знание истории вопроса, однако среди авторов письма не оказалось ни одного историка. Филологи, геологи, артисты, медики, техники. Я это свое выступление строю не только на основе письма, но и на основе вчерашнего выступления товарища Худалова из Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Скажите, профессор, сколько вам еще надо будет? 10 минут. Еще 10 минут. Одну секунду, Сабрина. Одну секундочку. Успокойтесь, никто не собирается здесь ничего навязывать. Товарищ попросил 15 минут, мы дали. Если съезд говорит всю половину дня, будем так же делать. Пожалуйста, говорите. Можно, да? Письмо представителей осетинской интеллигенции составлено крайне некомпетентно
без ссылки на сколько-нибудь авторитетные источники, факты приведены вымышленные, а местами даже оскорбительные. В письме употреблялись недостойные ярлыки, навешиваемых на авторов публикаций в центральные и местные печати, типа оголтелые экстремисты, авторы прямых подлогов, фальшивок, разжигание национальной розни в Кавказском регионе, фальсификации фактов. Это все фигурирует в этом письме. Провинциальный национализм – это совершенно новый термин, оригинальный, кстати, в кавычках. Авторы письма не имеют представления о масштабах и чудовищности депортации ингушского народа, так как и других народов Северного Кавказа в 1944 году. Считают, что этот беспрецедентный в истории сталинский геноцид был не только не первым в регионе и в стране. Да, история знает о фактах высылки и изгнания с родных земель, осуществляемых царским самодержавием, о чем я уже говорил, не буду повторяться, в том числе и в Турцию. Как издевательство над историческими реалиями выглядит утверждение авторов письма о том, что сунжинское казачество не только несло воинскую службу, но и объективно выполняло цивилизаторскую роль в развитии сопредельного горского населения, то есть ингушей. Это же абсурд вообще. Показывая свою полную некомпетентность в области своей же истории, авторы письма навязывают утверждение о том, что в 1918 году, в период Печераховского антисоветского мятежа, после его подавления, цитирую, началось поголовное выселение казаков и заселение их станиц в Ингушетии. Откуда, спрашивается, и зачем появились казаки в Ингушетии? И вообще на Северном Кавказе. Ну, долго анализ делать нет времени, но поймите правильно, это же вообще антиисторично. Кто? На кого нападал? Какая армия, вооруженная до зубов, пришла на Кавказ для завоевания его? Царская армия. Так это что, реанимация царизма? И уж совсем оскорбительно заявление авторов письма о том, что, цитирую, станицы Сунжинская, Тарская, Воронцово-Дашковская, Фельдмаршальская, хутора Тарский, Помбелейский после незаконного изгнания казаков были заселены жителями 4 горских ингушских обществ – джараховцами, мецхальцами, царинцами и хамкинцами. Еще более свою некомпетентность, мягко говоря, авторы письма продемонстрировали, утверждая, что сунжинские станицы, основанные казаками более века тому назад на землях, перешедших от Алан после монголов и кабардинским феодалам, а далее введение российской администрации, причем так уважительно, мягко сказано, не царизм, не колонизаторы, а российская администрация, были переданы ингушскому населению. То есть помиловали, дали, подарили им эти земли. Этим антиисторическим заявлением авторы письма совсем на нет свели завоевание Великой Октябрьской социалистической революции. Поставили под сомнение революционный справедливый акт большевиков, вернувших ингушам их исконные земли, отнятые царизмом. Не иначе, как глумление над целым народом, его исторической памятью, трагическими страницами его истории, можно назвать заявление осетинских товарищей о том, что никому не дано право спекулировать на трагедии своего народа. Хотя авторами письма являются профессоры, доктора наук и другие авторитетные люди, судя по подписям, представители осетинской интеллигенции, содержание письма крайне неинтеллигентно и хуже обывательского, мягко говоря. Квалифицировать как спекуляции на трагедии своего народа справедливые конституционные стремления ингушского народа о восстановлении попранной государственности национальной, о создании национальной автономии, что в духе платформы ЦК КПСС по национальной политике, по меньшей мере свидетельствует о безнравственном подходе авторов письма к оценке ленинской национальной политики, демократии и очищению нашего общества от завалов сталинщины. И последнее. По письму это то, что совершенно вымышленным выглядит утверждение авторов о том,
Ингушское население Северо-Осетинской автономной республики неохотно вступает в контакты со своими соплеменниками из Чечено-Ингушской ССР. Я думаю, что ответ на эту фальсификацию дал наш сегодняшний второй съезд ингушского народа, на котором присутствует большая делегация от ингушей, проживающих в переименованных в 1944 году на осетинский лад и ингушских селах на правобережье Терека. Уважаемые товарищи, может быть, это будет выглядеть несколько самозащитой, но мне кажется, что несколько слов я должен сказать о критике авторов этого письма в мой адрес. Цитирую то, что написано в письме. «Считаем, что способствует разжиганию национальной розни в Кавказском регионе, изобилующая грубыми ошибками статья Хаджимурата Ибрагим Бейли в журнале «Политическое образование» номер 4 за 1989 год». Здесь мне хочется задать вопрос. Спрашивается, во-первых, какой орган опубликовал этот журнал? Это оскорбление не только меня как автора, но оскорбление органа ЦК КПСС. Неужели авторы письма, написанного осетинскими товарищами, не понимают того, что 10 раз перепроверили все, что там опубликовано? В течение 8 месяцев эта статья проходила, пока она не была опубликована, все инстанции, вплоть до идеологического отдела и подотдела ЦК по национальным отношениям. Все источники выверены, все, что там написано, это давно доказано. Если кто сомневается, может написать письмо в редакцию, получит компетентный, достоверный ответ. И еще, товарищи, мы говорим сегодня о демократизации, гласности, о том, чтобы вели полемику на научном, интеллигентном, культурном уровне, чтобы мы соблюдали культуру межнациональных отношений. И в это время таким душком сталинизма запахло от этого письма. Разве такие письма в наше время можно писать? Ведь ни один ингуш, ни один дагестанец, ни один чеченец не оскорбил ни одного осетина до сих пор публично на страницах печати или в каких-то письмах не опубликованных. Я думаю, что сегодняшнее заседание, вчерашнее заседание, это исключительное высококультурное поведение всех делегатов и гостей съезда. Это пример того, как нужно пользоваться демократией, на каком высоком уровне нужно вести диалог, даже с теми, которые рьяно отстаивают свои позиции. А сегодня мы имеем пример такого нежелательного образца, какой нам подает интеллигенция Северо-Осетинской автономной республики. Для меня все дорогие народы. Я не чеченец и не ингуш, я дагестанец. Однако я болею душой за судьбу, за историю, за достоверность и за честное освещение истории всех народов нашей страны, в том числе и татарского, и молдавского, и украинского. Для меня все народы дорогие, все народы одинаковые. Поэтому сегодня приписывать мне национализм масштаба Кавказского региона — это по меньшей мере просто карикатура. Они на все способны, на все. Хорошо. Хорошо. Дорогие товарищи, от всей души рад, что наконец через 70 лет ингушский народ переступил порог, который ему был закрыт на протяжении долгого времени. Я думаю, что все народы сегодня рады. Вы бы посмотрели, сколько здесь телеграмм, которые технически невозможно просто прочитать все. Я их просмотрел, пока там сидел некоторые. Приветствуют вас и ваш съезд все народы. Если те, которые узнают, тоже будут приветствовать. Не могут быть безразличны к судьбе своих братьев другие народы. Потому что секира сталинщина висела над головами всех народов. В одинаковой мощной степени пострадали и русские, и украинцы, и белорусы, и народы Северного Кавказа. И потому то, что делаете вы сегодня, большое благородное дело, оно не может быть осуждено так, как это делает интеллигенция Северо-Осетинской автономной республики. От всей души поздравляю ингушский народ
и желаю быть на торжествах, когда будет создана Ингушская автономная социалистическая республика. Вопрос. Ингушская делегация орджоникидцев просит вас назвать поименные имена героев войнавского народа. Ну, я не знаю, ингушская или делегация этот вопрос поставила или представители Северо-Осетинской республики. Но не важно, я уже много раз и в аудиториях, и в письменно отвечал на этот вопрос. Это очень серьезный и сложный вопрос, но еще раз заявляю, что это не ошибка автора, а 36 героев Советского Союза чеченцев-ингушей числится сегодня в источнике «Советская военная энциклопедия», том 29, страница 175, 72 года издания. Это пока цифра. А что касается поименно, группа военных историков, в том числе и я, работаем в архивах нашей страны, особенно в Министерстве обороны, Центральном архиве, где выявлены документы, наградные листы, об этом уже я говорил неоднократно, которые дошли в своих реляциях до штабов армейских, до фронтовых, но это совпало с концом 43-го, с началом 44-го годов. Особенно много таких воинов, которые достойны были представлены на это высокое звание, было в период битвы за Днепр, конец 43-го года, а здесь началась сталинская репрессия. Поэтому этот вопрос будет рассматриваться. Еще там нужно очень много кропотливо работать. И, конечно же, будет объявлено для того, чтобы порадовать и чеченцев, и ингушей. Не только. Второй вопрос. Прошу вас, вы в журнале «Политобразование номер 4» писали, что есть документ, но это то же самое. Одинаковый вопрос, я на него уже ответил. Можно идти. Спасибо за внимание. Значит, поступила записка, вероятно, не все знают, просят сказать, кто и откуда Ибрагим Бейли. Ибрагим Бейли, доктор исторических наук, профессор, работает в Институте истории СССР из Москвы. Полковник, да, вот мне подсказал. Что? Понятно, спасибо. Ну и поскольку здесь еще поступали вот такие записки, значит, президиум просим дать время 30 минут Хазамурату Ибрагиму Бейли за счет времени других делегатов. Здесь сократите кому хотите, дайте говорить Ибрагиму Бейли хотя бы полчаса. Значит, мы уважили просьбу вашу, и Ибрагим Бейли говорил 45 минут. Значит, да. Товарищи, это я просто к тому, что мы готовы уважить и любое мнение. И еще одна маленькая справка. Никто в президиуме не находится ни под чьим влиянием, только под влиянием съезда, и съезд, который избрал президиум, поэтому этого, значит, не надо допускать. Вы сами избрали президиум, и вы сами только что голосовали за регламент. Если есть, секундочку, я прошу не перебивать, если есть у вас по какому-то случаю предложение, пожалуйста, мы тут же будем совместно принимать решение. Благодарю вас. Значит, слово предоставляется народному депутату СССР Фаргиеву Амзату. Поступила записка еще вчера, было объявлено Базгиева Яха, а то молодежь уже присылает гневные записки. Им мы не даем слова. Пожалуйста. Далее тубак было дикшамыц. Мочам из далее тубак было. Во-первых, я хотел бы высказаться по поводу проекта платформы КПСС по национальной политике. Здесь в выступлении вчера проскакивала такая мысль, что так как ингушский народ никто не пострадал.
Мне кажется, что это недопустимые вещи. В мясорубке сталинской национальной политики были перемолоты все народы Советского Союза. Все без исключения. И поэтому выпячивание своей национальной боли является безнравственным и необоснованным. Я категорически с этой точки зрения не согласен. Вы можете со мной не соглашаться. Во-вторых, в проекте платформы КПСС по национальной политике, я считаю, очень не хватает такого пункта о ликвидации четырехступенчатой формы государственных образований. Союзная республика, автономная республика, автономный округ, автономная область. Почему я не согласен категорически с такой постановкой вопроса, которая дана в проекте? Во-первых, наше государство провозгласило такую политику и в Конституции, и по Ленину ни одной привилегии ни для одной национальности. С этой позиции нужно ликвидировать четырехступенчатую форму образования государственное. И во-вторых, дело в том, что в настоящее время во всех автономиях проживают представители других национальностей. Русские, армяне, чеченцы, ингуши и так далее. Так, допустим, у нас в Молдавском районе живут чеченцы, живут русские, есть армяне, есть евреи, осетины и так далее. И если ущемляются интересы автономии, ущемляются все, кто живет в этой автономии, независимо от национальности. Теперь еще одно дополнение, которое бы не хотелось сделать в этом проекте. Туда необходимо обязательно внести раздел о топонимике, то есть о переименованиях. Дело в том, что очень много названий сел, городов переименовано. И не только в Чечено-Ингушетии, а по всей стране. Шаблон унификации, то есть каток шаблона и унификации прошелся по всей стране, по названиям всех городов, сел, независимо от того, в каком месте это находится. Поэтому необходимо такое включение. И теперь я хотел бы высказаться по поводу вчерашнего доклада. Я категорически не согласен с тем выводом, который был в этом докладе, о том, что упразднение Ингушской автономной области, выселение ингушей произошло якобы из-за того, что Берия, Кабулов, Мамулов и другие были осетинской национальности. Если следовать такой логике, то давайте спросим себя, как и почему были выселены чеченцы, корейцы, курды, калмыки, крымские татары, немцы Поволжья, чеченцы Дагестана. Недопустимо говорить такие вещи. Почему это недопустимо? Потому что получается, что чеченцев вроде бы к нам присоединили и заодно с нами выслали, для того, чтобы расправиться с нами. Во-вторых, еще одна точка зрения. Вчера неоднократно высказывалась мысль о том, что указ о выселении касался только ингушей, что нас, в отличие от наших братьев-чеченцев, выслали без указа. Это неправда. 7 марта 1944 года в указе написано за бандитизм, за формирование различных бандформирований выслать чеченцев и ингушей, упразднить ЧССР. А то, что этот указ был опубликован, не был опубликован, не имеет никакой роли. Это какая разница, что указ был опубликован в 1946 году? Почему я такими мыслями недоволен? Потому что это вызывает со стороны моих братьев-чеченцев недовольство. А это мы не должны допускать. И еще, мне бы очень хотелось, чтобы в этом докладе и вообще в выступлениях наших не звучало нападок в адрес осетин. По-моему, не стоит лишний раз подчеркивать национальность. И теперь конкретно по поводу нашего главного вопроса, вопрос об автономии. Здесь у меня в руках документы, я их не переписывал. Это документы взяты из центральных архивов Москвы, буквально на этой неделе. Я просто прочитаю. Постановление в ЦИК
об упразднении Горской Советской Социалистической Республики и расчленении ее по национальному признаку. Я подчеркиваю, по национальному признаку. Автономные области Северной Осетии и Ингушетии входят в состав РСФСР и имеют свой административный центр в городе Владикавказе. Я прошу вас запомнить, что расчленение произошло по национальному признаку. И в это же время начинается на Северном Кавказе такое движение за объединение Северной и Южной Осетии. Здесь вот буквально целый пакет этих документов. Вопрос этот очень долго прорабатывался, но почему-то два народа одинаковых, просто проживающих, может быть, разных регионов, оказались, не объединились. Вопрос долго прорабатывался, но этого не произошло. Почему я остановился на этом национальном признаке? В 1934 году, когда происходит упразднение Горской, то есть упразднение ингушской автономии, то объединение нас с чеченцами провели якобы по национальному признаку. То есть это есть самый настоящий абсурд и нелепость, который заключается в этих государственных документах, изданных в то время.